нашего гостя. У нас сегодня в гостях председатель Народного собрания Республики Ингушетия, председатель Ингушского регионального отделения Межрегиональной ассоциации конституционалистов, также член попечительского совета благотворительного фонда «Тешим», доктор юридических наук Дикажев Мухарбек Магомед-Гиреевич. Сегодня будем говорить о новеллах избирательного законодательства Республики Ингушетия. Оно имеет особенность меняться часто. В недавнем времени были очередные изменения и в федеральном законодательстве, и в региональном законодательстве. Мухарбек у нас специалист по этим направлениям. Также Мухарбек Магомед-Гиреевич специализируется по административному праву, так что будем говорить по теме лекции. Формат, значит, такой. Сначала лекция, немного о себе, до начала лекции, трудовой путь, биография, потом лекция, потом формат вопросов. То есть поднимает руку участник, задает вопрос, спикер отвечает. Устраивает такой? Конечно, ладно. Тогда слово я пойду пока сяду в зал, пока потом вернемся к вопросу. Значит, базовое образование у меня педагогическое, я окончил Ставропольский пединститут, после школы окончил физмат, работая в школе, последующим председателем сельского совета, я сам с Мужичи, уроженец оттуда, после этого председатель совета, 5 лет там работал, тогда это глава администрации, сейчас называется сельский совет, тогда это сельсовет, председатель сельского совета. После этого, значит, пригласили на службу в органы внутренних дел, и с 1987 года, с декабря месяца, я по 1988 год непрерывно на различных должностях, начиная с замначальника райотдела Сунжинского, и дважды занимал должность заместителя министра внутренних дел Республики Ингушетия по кадрам. Значит, в 1988 году завершил карьеру в МВД. И в одно время учился, закончил первый факультет Академии управления МВД и адъюнктуру этой же академии, где защитил кандидатскую диссертацию. Естественно, тема диссертации у меня посвящена была непосредственно прохождению правоохранительной службы, и кандидатской, и докторской посвящена в целом это административное право, а в административном праве непосредственно посвящена правоохранительной службе в органах внутренних дел. Естественно, она имеет как часть государственной службы непосредственно отношение к государственной службе. И уже после окончания учебы и защиты я работал, преподавал в Нальчике в школе милиции более 2 лет. И оттуда был рекомендован соискателем докторской диссертации Санкт-Петербургского университета МВД. И через 7 лет после кандидатской я защитил докторскую. Уже работая заместителем министра здесь. После этого небольшой перерыв, уволился в 50 лет, как положено. И после небольшого перерыва предложили работать помощником советника нынешнего главы, где проработал я тоже около 2 лет. После выборов по списку «Единой России» стал депутатом. После этого был избран заместитель председателя, и после кончины председателя тогдашнего Триева был рекомендован, избран председателем, где я с июня непосредственно председателем работаю прошлого года, а до этого полгода в связи с его болезнью исполнял эти обязанности. Это что касается этого. Параллельно, конечно, занимаюсь научной работой, непрерывно занимаюсь. У меня 4 кандидата наук, в том числе Гагиева, которого вы знаете, защитились под моим научным руководством в Московском гуманитарном университете. Это бывшая высшая комсомольская школа, где я сейчас состою членом диссертационного совета. И преподаю у нас тоже параллельно.
Ну, преподавать много не получается, но тем не менее процесс, чтобы и стаж педагогический шел непосредственно, это, значит, занимайся этой работой. Что касается депутатской деятельности, конечно, работа она интересная, понятная. Ну, скажу, что если бы качественный состав, депутатский состав был бы выше, вот, то было бы, конечно, более интереснее, более результативнее работать в законотворческом плане непосредственно, потому что профессионалов довольно-таки мало в парламенте, действующих высших, мало депутатов, и нынешний состав непосредственно профессионалов, которые могли бы заниматься законотворческой деятельностью, а это обширный пласт такой работы, их мало, конечно. Ну и на будущее, если, конечно, будет определенное влияние на эту ситуацию, а в следующем году, в декабре, у нас выборы, возможно, будет в сентябре, сегодня у нас был депутат Госдумы от нашей республики Хамчи-Билан. Вот, с его слов я вам скажу, что планируют перенести на единый день голосовать в сентябре следующего года наши выборы, как сейчас местные самоуправления у нас выборы пройдут. А депутаты Госдумы пойдут в декабре по сроку отдельно составом. Вот такая картина. Ну, постараемся повлиять, конечно, на эту ситуацию, чтобы профессионалы были хотя бы третья часть депутатов из 27, чтобы были юристы хотя бы. Юристы, ну, в полном смысле этого слова, не такие, которые у нас учатся, мы знаем, да, как учатся многие, я вот хорошо знаю, но хотя бы вот на хорошем уровне имеющие подготовку, которые могли бы в разных комитетах поработать, готовить законопроекты, анализировать действующее законодательство, искать там коллизии, искать там пробелы, искать несоответствия и таким образом и приводить наше законодательство в соответствие федеральному и новые инициативы по части тех полномочий, которые сегодня республика как самостоятельный субъект наделен полнотой власти по принятию этих законов в соответствии со статьей 73 Конституции Российской Федерации. Вот эта часть. Но сегодня я хотел бы больше внимания вам уделить тем, которые в избирательном законодательстве, в связи с тем, что в сентябре у нас предстоят выборы в органы местного самоуправления. Они избирались вместе с нами в декабре 2011 года на 4 года. Мы избрали на 5 лет. Вот, и предстоят эти выборы провести. Значит, как вы знаете, в декабре 2011 года все выборы у нас проходили по партийным спискам. Участвовали в партии, выдвигая своих представителей. И мы голосовали, как избиратели, голосовали за партии. И по тому, сколько они наберут процентном соотношении голосов, и делились мандаты, соответственно, каждому образованию. Тогда мы избирали депутатов сельских поселений, как вы знаете, у нас их в республике 36 сельских поселений. Ну, в этом году в одном сельской избирательной комиссии республика дала добро, чтобы провести там выборы, значит, у нас 37 получается, 4 муниципальных района и 4 городских поселения. Выборы были проведены по партийным спискам. У нас в основном участвовали вот эти партии, известные нам такие партии, как «Единая Россия», коммунисты, «Справедливая Россия». У нас в парламенте «Правое дело» один депутат есть, прошел. И в нескольких населенных пунктах партия «Яблоко» участвует и имеет своих представителей. В этом году и в прошлом году, в течение этих 2 лет, в федеральное законодательство были изменены ряд изменений. Ну, базовый здесь закон – это федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме. Это базовый закон. И базовый закон об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. На основании этих законов, в связи с тем, что вносится там изменения и предоставляется определенные возможности маневра субъектам, мы вносили соответствующие изменения и в наше законодательство. Ну, в частности, конкретно, если говорить о законодательстве, это речь идет о том, что районные у нас советы, районный совет, их у нас 4 у нас в республике, прямые выборы депутатов не будут.
То есть они не избираются, а формируются. Но формируются из числа депутатов сельских поселений, входящих в соответствующий район, и глав администрации этих сельских поселений. Нам было и дано право, конечно, по старому порядку избирать депутатов, ну и возможность эти. Но мнение, учитывая мнение многих наших заинтересованных должностных лиц, мнение отдельных общественных организаций, пришли к выводу о том, что мы решение к такому пришли и приняли, внесли наш закон изменений, что мы будем районные советы формировать. То есть, скажем, в Сунжинском районе 11 сельских поселений, значит, по одному депутату, независимо большое, небольшое село, не сравнишь, конечно, Орджоникидзевское с Датых, вот, с Алкуном, но тем не менее там по одному депутату 11 и 11 глав администрации, которые будут избраны в сентябре, они будут, главы автоматически туда входят в состав, а по одному депутату уже сельский совет будет делегировать туда от себя. И таким образом они будут входить в состав этого районного совета. И вот такое новшество сделано, мы попробуем. Было предложение в Назране тоже применить эту схему. В Назране, как вы знаете, 4 административных округа, они не являются муниципальными образованиями. Вот. Предложите это тоже избрать, сделать с каждого административного округа сделать муниципальный район, входящий в город, и провести там муниципальные выборы, и по этой схеме сформировать городской совет. Но Народное собрание не поддержало такую инициативу, потому что мы считаем, что управляемость города будет заметно ухудшена. Это не такой большой город, чтобы такое проводить. Это примерно, когда в советское время, там, скажем, город Грозный, там другие, где имелись районные деления, крупные районы, вот там это еще как-то можно будет пропробовать. А в Назране проводят, тем более, что уже, смотрите, районный совет, районная администрация, штаты, финансирование, это все уже и ляжет на бюджет республики. Вот мы, наше предложение было поддержано главой республики, и мы на этом остановились, что вот этих 4 районах это проведем, город Назрань оставим как есть, и провести выборы, и оставить эти административные округа как единицы для текущей деятельности в составе города Назрань. Вот такой. Значит, сейчас Единая Россия занимается выдвижением кандидатов. В ту субботу у нас первые 4 площадки работали по праймеризам, по выдвижению, по изучению кандидатов. До конца мая месяца, до 30 мая эти списки, то есть эти праймеризы будут проведены во всех сельских поселениях на этих площадках, и городские, в том числе, завтра в Магасе будет. Там 1 день только, потому что там уже достаточно 1 день для проведения праймериз. Другие партии праймеризы, насколько я владею информацией, не проводят. Они будут по своей старой схеме, видимо, предлагать и выдвигать, составлять списки своих представителей. И уже, когда 14 июня стартуют эти выборы официально, уже будут проведены соответствующие конференции, выдвинуты кандидаты в эти соответствующие муниципальные образования. Вот такая схема работает. Ну и еще одно новшество, уже связанное с замещением должностей глав муниципальных районов и городов. Вот. Конечно, в российских масштабах и во всей Российской Федерации эта ситуация была, у нас она тоже была явно выражена ситуация, когда в отныне действующей схеме глава района или глава города, он же является председателем соответствующего совета, депутата. Есть еще глава администрации или мэр города или района. Значит, здесь кто важнее, кто выше, кто хуже, кто слабее, у кого больше полномочий. Конечно, законодательство четко прописано, что глава района, он же глава совета, он высшее должностное лицо, он старший начальник, как говорится. А глава это уже администрация, это человек, который и через конкурс проводит этот же совет, проходит этот конкурс, победитель как конкурса заключается контракт, то есть голосуется депутатами, заключается последующий контракт, и он замещает эту должность, как бы подчинен. Но ситуация не складывалась однозначно, где конфронтации, где кто важнее.
где у кого кабинет получше, где похуже кабинет и так далее. Вот эти косвенные такие поползновения, конечно, имелись место быть. И федеральный законодатель, учитывая эту ситуацию, предложил три модели замещения этой должности. Ну и одну из моделей, конечно, это глава города, он же глава администрации или мэр. Вот эту модель мы выбрали, мы изучили предложения избирательной комиссии, муниципальных образований, вот, с учетом мнения главы республики. Мы остановились на этой форме, когда глава города, он же будет глава администрации, то есть а глава совета, то есть председатель совета, это будет уже чисто без приставки. Как будет замещаться эта должность теперь главы? Если мы предложили и из трех вариантов выбрали, что глава города будет избираться соответствующим советом депутатов после того, как они будут избраны, и сформирован совет, из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Как сейчас глава администрации избирается, то есть отбирается у нас. Вот этот совет, значит, будет сформирован после сформирования совета, будет комиссия конкурсная, вот, состоящая из депутатов этого совета, из представителей администрации, парламента. Они проведут этот конкурс, изучат кандидатов, предложат совету, проголосуют. Он становится главой этого муниципального района или городского округа. И в законе мы уже внесли, значит, соответствующую поправку, то есть дополнение, в котором четко сказано, что избранный таким образом глава, он будет наделяться полномочиями главы администрации района и города. То есть эта проблема, вот эта двоякая проблема у нас этим самым уходит, он будет заниматься непосредственно и хозяйством, и городом, эти будут заниматься своими представительскими функциями, вот, устанавливать налоги там, и так далее, чем они и занимаются в основном до сих пор. То есть вот эта диспропорция в части, кто важнее, кто старше, кто младше, она таким образом будет в соответствии с этим законодательством у нас отойдет уже, и этой проблемы не будет у нас, в том числе в нашей республике. Вот такие изменения. Мы, конечно, считаем, что вот в этой ситуации, в той сложившейся ситуации, конечно, по той модели, которую нам предлагают, мы выдерживаем, конечно, законодательство, Ну, конечно, хотелось бы, конечно, побольше демократии. Ну, при этой ситуации, вы знаете, конечно, демократия не выдерживается, так, мягко скажем. Так, в том смысле, что хотелось бы, чтобы, конечно, люди выдвигались сами, да, предлагали свои кандидатуры, выдвигались с другими общественными организациями люди. Таким образом, более активная часть населения республики участвовала в этих процессах управленческих, в том числе местного самоуправления. Ну, в данном случае законодательство такое есть, мы пока действуем по этому законодательству. Ну, со временем, когда ситуация улучшится, экономическая, я думаю, улучшится и в другом плане, я думаю, что подойдут к этим выборам, которые непосредственно население будет избирать, в том числе и глав районов, муниципальных образований, будет непосредственно население избирать, формы, которые и это федеральное законодательство допускает такую форму. Вот. Ну, так сегодня складывается у нас ситуация. Поэтому у нас наша избирательная комиссия республика постановила, что в 8 крупных населенных пунктах, сельских поселениях будут проводиться выборы по партийным спискам, как и было, а в остальных по одномандатным округам. То есть будем голосовать, в этих 8 будем голосовать за партии, как голосовали, они будут распределять свои мандаты в соответствии с полученными результатами, а остальных будут у нас, мы будем голосовать за конкретных людей. Ну, они, конечно, в основном выдвигаются партиями, вот, и будут предлагаться партийными списками, и таким образом, ну, этим самым влияние партии, конечно, оно вот такое важное, такое влияние, оно сохранится, партийный список. Вот. И сегодня я вам хотел тоже с вами поделиться, ваше мнение, узнать, поступила к нам законодательная инициатива с Государственной Думы по поводу сроков исчисления
замещение должностей глав субъектов. Ну, вы знаете, законодательные инициативы формируются, они, значит, направляются в законодательные собрания, законодательные органы субъектов для изучения мнений, выдают отзывы соответствующие на них, вот они уже изучают эти отзывы, и эти законодательные инициативы поступают. Значит, в чем суть? Руководители всех 4 фракций в Госдуме подписали эту инициативу, они выступили с этой инициативой, что сроки исчисления, сроки пребывания в должностях глав субъектов сохраняются, эти два срока подряд, но исчислять эти сроки с мая 2012 года. Почему это так? В 2012 году, если вы помните, были внесены федеральный закон об общих принципах организации законодательных исполнительных органов государственной власти субъектов, внесены изменения, которые порядок замещения должности глав субъектов через избрание. До этого, с 2008 года, если вы помните, или 2005 года это, по-моему, было внесено, у нас замещение должности шло путем наделения полномочий, по представлению президента Российской Федерации, законодательный орган наделяли их полномочий. В 2012 году было внесено изменение в мае, в котором сказано, что главы субъектов избираются. Мы выбрали, как вы знаете, форму избрания депутатами парламента. Так? В других многих субъектах, в российских регионах используются прямые выборы. Ну и там это избрание идет. Поэтому вот с того момента, который избраны, вот оттуда считаются сроки, они предлагают, вот, а то, что до этого было, отнуливается, то есть не считается. Вот Осетия сейчас в апреле месяце заканчивается срок у этого Мамсурова, он может дважды еще баллотироваться по этому порядку, но вы знаете, да, он сделал заявление, что он не будет больше избираться, он считает, что эти 2 срока достаточно. Вот. Ну и ряд других, вот Тулеев, у него срок заканчивается сейчас, вы знаете, кемеровского губернатора, да, тоже может 2 срока подряд еще баллотироваться. Это я теоретически говорю. Вот, и поэтому вот такая ситуация. Поэтому вот ваше мнение мне тоже было бы интересно, потому что мы во вторник будем рассматривать эту инициативу, изучим мнение, смотрим, уже направили заинтересованным всем органам эту инициативу, послушаем их мнение и должны выработать вот наше мнение по части того, поддержать эту инициативу или не поддержать. Вот. Лично, вот если меня, как юриста, это спросить мое мнение, да, я бы ограничился бы, конечно, 2 сроками, независимо от формы замещения. Потому что по смыслу своему, значит, мы и в Конституции Республики, и в соответствии с федеральном законе четко сказано, 2 срока подряд замещать должность. Так, избирается на 2 срока подряд. Какой бы форме занимался. То есть это 5 лет или 4 года, они замещают эту должность, 2 срока прошли, и эти соответствующие, эти 2 срока, они, как бы мы ни говорили, эти 2 срока, есть 2 срока, они бывают, не зависит от того, как это избирается. Ну, посмотрим это мнение, но я так предполагаю, перспектива этой инициативы, наверное, превратится в федеральный закон, изменит они, внесут изменения, потому что если руководители всех 4 фракций выступили с этой инициативой, и они это предлагают, ясно дело, что и все, там партийная дисциплина действует, наверняка этот закон в перспективе имеет, что это будет принят, этот закон. Да? Ну, позицию мы парламент свою выскажем, скажем, там уже как будет, посмотрим в этом плане. Вот ваше мнение хотелось бы тоже в этой части меня послушать. Как вы думаете, вот в этой части мы тоже, вы жители республики, избиратели, у вас тоже есть определенное свое мнение. Я думаю, что вам тоже не безразлична вот эта ситуация, связанная со сроком пребывания в должностях в этих должностях. Все-таки же по 5 лет, 10 лет вполне приличный срок, который и проявить себя, и показать себя, и заявить о себе, и дать результат определенный субъекту. Ну, а если говорить чисто демократического характера,
если подойти к этому вопросу, конечно, демократия всех стран, как мы знаем, всегда имеет вот эту формулу 2 срока. Вот, 2 срока и все. Вот. Потому что в настоящее время человечество лучшего не придумало. Это хорошая форма, вполне достаточный срок, человек может заниматься другим делом, показать себя. Вот. Ну, сегодня законодательство вот таким образом. Для чего они это делают, вот, эту инициативу проявляют? Я, честно говоря, не знаю. Догадываюсь я, конечно, но не знаю. Потому что так организованно, так дружно, вот, и оппозиционные, и пропрезидентские, все вместе дружно, вот такой случай, на моей памяти первый раз, когда они все там дружно вот с такой инициативой выступили и говорят про эти сроки, чтобы пошли. Поэтому, ну, может быть, на будущее, может, под кого-то, не знаю. Так что я бы хотел бы вот подумайте и расскажите мне свое мнение, мне интересно будет. Ну, вот, вот такие. Вот что в сентябре, вы знаете, выборы у нас будут, да? Значит, что у нас сегодня, какая картина вырисовывается по организации выборов, я вам сказал. Наверняка вы уже знаете об этом. Но имейте это в виду, что важное значение придается этим выборам, только в нашей республике вообще, и на анализ проводится. Через год мы пойдем на выборы, соответственно. Предложат ли нам, или мы сами предложим, тоже перейти на смешанную форму выборов депутатов парламента республики, я пока не готов вам об этом сказать, потому что пока разговора на эту тему нету. Ну, на мой взгляд, было бы хорошо провести вот смешанную форму. Часть депутатов, ну, почти половина, да, у нас 27, ровно половина не получится. Часть пойти по одномандатным округам, часть пойти по этим округам. Я вот вам скажу, я был депутатом Верховного Совета ЧССР последнего созыва. Избирался я по Гала. Тогда они были все одномандатные. Я избирался, баллотировался по Галашкинскому избирательному округу, туда, начиная с Алхасты и выше всего. И у нас 5 кандидатов было, и мы вышли во второй тур, и я во втором туре выиграл. И был депутатом. Ну, вот тогда, сколько я пахал, так скажем, при предвыборной агитации, в тот период, ну, они первые альтернативные были, первый раз они были такие, новшества были. И вот сейчас, когда я избирался депутатом, сейчас, в 2011 году, конечно, разница очень большая. Вот. Там пришлось, конечно, встречаться, ездить и в школу, и везде. Все кандидаты ездили, выступали, на встречи ходили. Это все-таки же время занимает, все-таки нервы, вопросы, наказы. Это ситуация такая была. То есть не просто было вот выступать, ездить и за себя агитировать, и люди за тебя агитировали, доверенные лица, избирательные участки. Ну, более-менее они прошли таким образом. Ну, а сейчас по партийным, конечно, проще, если, естественно, организация выдвинула, поддержала, через праймериз прошел. Вот. И дальше, конечно, предполагается, что должны встречаться с коллективами, встречаться с людьми, разговаривать. Ну, это как и шел. Такой обязаловки жесткой не было, потому что ты знаешь, что за тобой стоит партия, ты в списках. Ну, лишний раз, конечно, идешь, когда к избирателю, разговариваешь с ними, в коллективы идешь. И сейчас даже, хочешь не хочешь, вопросы возникают. Проблемы люди преподносят, говорят о них. Не всегда приятно и слышишь на этих встречах. Вот я вот почти все колледжи посетил, встречался с преподавательским составом, со студентами, общаемся. Не просто проходят эти встречи, не всегда гладкие, тянут. Бывают нелицеприятные вопросы задают людьми. Ну, это понятно, это так и должно быть, я считаю. Вот. А вот когда были бы эти одномандатные части округа, да, скажем, республики, конечно, тут уже реально надо было работать. Хоть и будет стоять за тобой партия, но тем не менее ты уже реально будешь работать с избирателями. Слышать, что они говорят, слышать, что отвечать, готовился получше, информацию заполучил бы.
И, естественно, встречался с людьми, входящими в тот или иной избирательный округ. Это более демократично было бы. И депутат, он, который таким образом был бы избран, ну, конечно, он не был бы слишком привязан к партии и к мнению партии для того, чтобы вести свою позицию в парламенте по тем или иным вопросам. Это было бы, конечно, лучше. Вот. Ну, а в данном случае посмотрим, что это будет. Во всяком случае, увидим, я думаю, что вот сейчас выборы пройдут в сентябре, вот, сформируются все советы, замещаться будут должности соответствующие, муниципальные должности, а потом уже, наверное, поэтапно перейдут и к выборам нашим, потому что подготовительная работа пройдет. Ну и, конечно, я и своим коллегам говорю, давайте, бывайте побольше в коллективах, в форме отчетов, на сходах граждан бывайте, отчетывайтесь, говорите, что вы делаете, чем вы занимаетесь, вот, слушайте людей, потому что те, кто планирует еще раз баллотироваться, естественно, эту форму нужно проработать, чтобы люди знали, кто ты, как ты. Некоторых депутатов, я вот недавно занятия проводил в университете, и спрашиваю студентов группы, я говорю, вот скажите, кого из депутатов парламента вы знаете? Вот вы знаете, вот смеются, на меня смотрят и все. Это нехорошо. Люди должны знать депутатов, должны лицо знать, фамилии знать. А чтобы это знали, надо, конечно, бывать. Бывать в разных коллективах, на сходах граждан, по телевизору выступать, там, еще что-то делать, чтобы люди как-то видели, заметили того или иного депутата. А так это, я считаю, это нездоровая ситуация, когда вот в такой аудитории взрослые люди, студенты, избиратели, они фактически, может быть, первый раз пойдут избирать, но тем не менее они уже магистры, окончили вот первую ступень высшего образования, люди взрослые, да, они не знают депутатов. Это нездоровая ситуация, ее надо выправлять. Это, вот все, что вот я хотел бы вам сегодня рассказать. Ну, в ходе вопроса и ответа я еще дополню. Вот насчет вот того, что я вас спрашиваю, вот, все-таки по этой законодательной инициативе, какое было бы ваше мнение? Как вот с этим сроком ограничиться, этими двумя сроками, как независимо от формы замещения этой должности главы субъекта? Или же все-таки же согласиться вот с этой инициативой депутатов Государственной Думы, потому что считать сроком начиная с 2012 года? Может проголосовать? Мнение, просто мнение знать и все. Мнение. Потому что я, когда буду, конечно, мы будем обсуждать этот вопрос, рассматривать эту инициативу, конечно, мне не безразлично будет им сказать, если я не фамилию называю, я скажу, вот есть аудитория, которая считает вот так-то, чтобы мы могли хоть чем-то оперировать. Точно. Я знаю компанию «Интернет-директор». Ну, вначале я, наверное, мнение выскажу, то, что вы про себя, в том вопросе, если можно. Я согласен с вашим мнением, честно сказать. Я считаю, что больше в той системе юридической, конституционной системе, которая есть в Российской Федерации в Ингушетии, больше 2 сроков, независимо от формы замещения, на мой взгляд, нет необходимости. Первое. Второе, нет прямых выборов. Тем более нет необходимости в каких-то других сроках. Мы решили прямых выборов главы региона, что, на мой взгляд, является катастрофической ситуацией для нас, потому что мы никак не можем туда влиять, к сожалению. А парламент, как вы говорите, даже неизвестно, кто там работает, по крайней мере, для граждан. Хотя, честно скажу, я несколько депутатов знаю. Вот. А теперь вопрос. Вы заикнулись, что дойдет до того, когда люди будут напрямую выбирать глав муниципальных районов. Вот тут какая ситуация? Я проводил стажировку за границей, сейчас в Соединенных Штатах, и я, побыв там, я со многими коллегами, с ребятами делился, я понял мощь этой страны в чем. Вот, на мой взгляд, мощь этой страны это именно в муниципалитетах. То есть у них вся власть сосредоточена там. Человек, он напрямую осуществляет свою власть, вот это право, данное Конституцией, он осуществляет там. У него очень мало там шансов у гражданина США как-то повлиять на федеральную власть, чуть-чуть больше шансов на региональную власть, а вот вся его власть реализовывается там. И свои проблемы они решают сами. Никто лучше людей, живущих вот в своем районе, лучше них эти проблемы не будет знать и лучше них не будет в состоянии их решить. Как вы считаете, мы дойдем до этого? Вот, в частности, мы в Ингушетии. Если дойдем, когда и что нам для этого нужно, чтобы напрямую могли избирать муниципальное образование наших районов? Конечно, ситуация должна
сложиться такая соответствующая ситуация, чтобы мы, конечно, пошли на это. Я вам скажу, что бесспорно люди в большинстве своем, если сегодня провести вот такой опрос социологический, я вам скажу, я больше чем уверен, что люди вот за это, чтобы они были выборы, хотя бы глав сельских, после районов образования. Вот. Но сегодня ситуация вот, не сложилась, потому что и федеральная власть, и региональная власть вот за то, чтобы вот именно пока вот таким образом проводить, потому что чтобы была какая-то управляемость. Вот. Ну, мы тоже время знаем, мы соглашаемся иной раз, как мы помним, как разворачивается ситуация у нас в республике, вот с выборами. Да? Вот мы сейчас в декабре 2016 года посмотрим, давайте, у нас, вы знаете, Госдума смешанная пойдет, да? Как и раньше, половина части депутатов пойдут по одномандатному, как там точно у нас есть. Вот посмотрим там, как сложится, тоже ситуация, да? Ну, картина не очень приятная была, когда у нас выборы проходили по этим одномандатным округам, избирались прямые выборы, потому что вспомните, да, как складывалась ситуация. Поэтому где-то я на данном этапе, конечно, понимаю, почему это держится за эту форму, да? Но в любом случае с развитием общества, с развитием гражданского общества, я все-таки думаю, придут к этому. Придут, потому что должно быть. Это самая лучшая форма, самая демократичная и эффективная форма управления. Поэтому, я думаю, придем мы к этому. Но в ближайшей перспективе вот, я, конечно, это не вижу. В ближайшее время, что это вот именно перейдем на эту форму. Хотя вот уровень правосознания людей вот, был бы повыше, конечно, было бы хорошо. Вот у нас часто получается, вот этот мой родственник, я же говорил, Саглы, он иной раз, вот это бывает, все-таки же у нас есть, это бытует, это мнение, когда мы говорим, ну, я имею в виду республика, это все имеют право быть республикой и выделять ТЭП, и независимо от того, что ты оказался во власти, и выделять это неправильно. Надо, да, помогать надо. Ну, по его уровню помогай ему где-то, посодействуй, чтобы он поработал, на должность построил, где-то зарабатывал. Вот. Но по принципу того, что если ты пасагу, если горылся год, и раз бог тот другой, она улахуя. Легенда точно дается. Это утопия. Поэтому посмотрим. Ну, конечно, гражданское общество должно быть сформировано должным образом, тогда, конечно, мы придем к этому выбору. Но в ближайшее время я не вижу перспективы этому делу. Тимур Ужахов, журналист, я бы тоже хотел поддержать Магомед, то, что сказал. Во всем мире, и в том числе те западные демократии, которые принято как бы брать за образец, те же Соединенные Штаты Америки, есть понимание того, что руководитель, лидер, субъект государства, он не может эффективно работать более 2 сроков подряд. То есть есть определенный человеческий ресурс, есть уставание, то есть он может сидеть, продолжать сидеть, если какой-то закон позволяет ему сидеть, но он уже не будет работать настолько эффективно, насколько бы он мог работать свои 2 срока первые. Даже в той же США, по-моему, в 3-й срок дают только при определенных условиях, когда Сенат отдельно голосует за то, чтобы дать право человеку 3-й раз президенту, например, баллотироваться. Только, если я не ошибаюсь, Рейгану было дано и еще Рузвельту, если не ошибаюсь. Но вот несколько человек только имели такое право на 3-й срок выдвигаться за особые заслуги. Это то, что касается выборов. И вот, я считаю, 2 срока это вполне достаточно. То есть мы можем обманывать себя, новые законы принимать и, ссылаясь на эти законы, там, продлевать эти сроки бесконечно, но есть факты, есть фактическое состояние дел, есть живые люди, которые в этой системе работают. Что касается вопроса, вот у меня такой вопрос. У нас как бы существует муниципальное деление, у нас есть муниципальные законы, у нас есть муниципалитеты, но при этом у нас не определены территориальные границы нашего региона, нашей республики. Существует такая коллизия, да, юридическая получается. Вот как-то есть видение, как из этой ситуации выходить? Спасибо. Вы знаете, наша республика, как субъект, мы в этом плане с инициативой выходим, мы ставим эти вопросы перед федеральным уровнем. Я вам скажу, в конце декабря прошлого года Народное собрание обратилось к Путину, постановление мы приняли, обращение, чтобы все-таки же вот этот вопрос
снова поставить этот вопрос об определении границы Чеченской Республикой. У нас, вы знаете, да, неопределенная ситуация в этом есть. Но пока, кроме того, что вот консультаций, разговоров, движений, конкретных действий со стороны федеральных органов по этой части нет. Движений нет в этом плане. Вот. Чеченская сторона не форсирует эти события тоже. Вот. Почему это вот, конкретно никто не отвечает на эти вопросы? Ну, посмотрим. Сейчас, кроме вот этих подвижек, я знаю, что глава республики эту проблему поднимает перед федеральным уровнем. Вот. Сколько он это получается, посмотрим. То есть мы эти вопросы ставим. Что касается осетинской стороны, то здесь пока ничего не делаем, потому что федеральный центр вот, сейчас в этом плане нас не поддерживает и в этой ситуации не поддерживает нас и наши какие-то инициативы, даже разговоры на эту тему. Сейчас вопрос ставится о том, чтобы максимально возможно вернуть желающих обратно в региональный район, бывших жителей, которые там жили. Ну и вот эту проблему пока на этом этапе. Но я думал бы, все-таки же мое мнение, если бы мы бы смогли бы определиться с границей Чеченской Республики, закрепить ее юридически все-таки и фактически, то уже можно было бы уже после этого вот эти вопросы более активно ставить. Поэтому вот наша проблема с чеченской стороны, она остается открытой, непростой ситуацией. Наша позиция, чтобы вы знали, это мы за то, чтобы определить эту границу фактически устоявшуюся сейчас в территориях, вот, и будем на этом стоять. Вот это вопрос поднимется. Ну, пока, вот, кроме вот этих движений. Член Центра СД. Вот по поводу того вопроса, который вы обозначили, я вот с коллегами солидарен. Я думаю, 2 сроков достаточно, чтобы продемонстрировать свои навыки, свои качества. Вот. У меня вопрос. Вот парламентаризм – это некий институт, да? То есть некое правило игры, где люди отражают чаяния, интересы определенных групп населения. Но у меня ощущение, что все-таки вот этот институт, он недостаточно эффективно работает, потому что доверие общества к нему, как у выразителя его интересов, оно очень на слабом уровне. Вот в этой связи вопрос у меня. Как вы думаете, стоит ли ожидать, что вот этот вот парламентаризм должен все-таки, чтобы как бы пройти новый путь с учетом истории нашего народа, с учетом того, как принимали мы решения, да, вот совет старейшин и так далее. Эти же институты были, они же работали у нас и, в принципе, довольно эффективно работали. Депутаты должны сами себя съесть, они должны, то есть понять, что они неэффективны, понять, что к ним доверия со стороны населения нету, понять, что мало пользы от них, или же все-таки какие-то предпосылки должны поступать от гражданского общества, чтобы вот этот парламентаризм, чтобы он зашевелился и начал работать, ну хотя бы по тому сценарию, который был запущен в 90-е годы. Вот вы немножко проронили слова касательно того, что мы помним, что там тогда было. То есть, я так понял, это как бы тот хаос, когда, вот помните, да, все-таки был какой-то хаос среди населения, как-то голосования проходили немножко не так, как в цивилизованном обществе, больше как в традиционном обществе. Но вместе с тем вы же и сказали, что вот тогда, когда был одномандатный принцип, когда вы сами принимали участие в рамках этого принципа, то вы чувствовали большую ответственность и чувствовали большую вовлеченность в процесс общественного диалога с населением. Вот такой вот вопрос. Все-таки сам парламентаризм может измениться с учетом того, что он чувствует свою неэффективность?
Или же гражданское общество что-то должно предпринимать, чтобы парламентаризм изменился в той форме, в той стезе, которая наиболее эффективна для общества. Самосознание депутатов, самосознание и чувство своей ответственности перед избирателями, населением республики, вот это бесспорно. Они должны чувствовать ответственность депутатов. И сегодня вот возьми из депутатов, в большей части, когда вопрос им, если задать так независимо, насколько они удовлетворены своей работой и отвечают требованиям, я вам скажу, большинство из них скажут, что очень удовлетворены. То есть уровень этого сознания, Мы не сомневаемся. уровень этого сознания вот, соответствует этому. А что касается, конечно, гражданского общества, ну, что не говори, гражданское общество сегодня не совсем у нас развито в республике. От него бы, конечно, многое зависело бы. И прямо сказать депутатам, вот в той ситуации, которая складывается там, будучи в коллективах, на сходах граждан, чтобы человек стал, житель села, например, депутата, который живет в этом селе, так? Но сейчас сказать, что они его избрали, они его выдвинули, конечно, неправильно, потому что это партийные дела. Но тем не менее, он избиратель. Он когда, чтобы на сходе граждан, вот через как гражданское общество сказать, ну, вот я могу наживаться. От тебя никакого результата нету. Или отчитайся перед нами, что ты сделал за эти 4 года. Кому ты помог конкретно. Так? Чьи интересы ты представил в министерствах, ведомствах. Вот сколько тебе было обращений и как ты поработал с этим обращением. Вот в данном конкретном селе, кому ты что посодействовал, оказал помощь конкретно, где ты живешь, что ты конкретно. Я понимаю, что там водопровод провести, там, заасфальтировать улицы. Не всегда получается, потому что это, ну, знаете, республика высокодотационная. Но есть вещи, есть вопросы, которым они должны помогать людям. Например, квоту своевременно, чтобы без бюрократии выделили здравие, да, для больного человека, который к нему обратился там. Посодействовать, чтобы все-таки целевое место выделили бы хорошо обучающимся отличникам с этого села, чтобы он не ходил, пороги отбивал, там, людей подключал, просил, это место выбил, чтобы вот все-таки же через это министерство пробил, чтобы бюрократии не было, чтобы да, действительно заслуживает парень учиться, вот ему, чтобы целевое место под него дали, а не по блату, свату. Вот такого типа это. Конечно, вот этого, Ахмед, нет у нас, к сожалению, нет. Вот чтобы я, например, не вижу этого, чтобы вот в коллективах, где мы бываем, со мной депутат бывает, или отдельно взять, я каждый раз говорю, депутат приходит схода, а второй день я имею обыкновение пригласить его и спрашивать, какие там вопросы задавались, какие проблемы поднимать, что в адрес депутатов говорили, что в адрес других говорили. Вот этого нет. Вот это, конечно, этот момент очень важно, когда бы говорили бы депутату в лицо, вот типа этого, да? Не говорите то, что невозможно он сделать, но делать то, что возможно. Вот это было бы хорошо. Не обязательно этого села, другого села, где-то он помогает. Я вам скажу, что, конечно, много обращается к нам, депутатам, депутаты в частности обращаются, где-то помогают люди, бесспорно, это по тем поручениям, я знаю, которые я даю по нашему обращению к нам. Но, тем не менее, вот эта форма, она была бы очень полезной, и в следующий раз, может быть, он бы, если несколько таких сложилась бы ситуация на сходах граждан или на встречах с избирателями, сложилась бы, может быть, и не баллотировался бы в следующий раз. Так? А так сейчас, конечно, я вот больше чем уверен, мои коллеги, большинство из них, готовы еще раз баллотироваться в 2016 году. Вот готовы. Ну почему бы нет? А что проблемное там есть? Вот я одного депутата недавно пригласил, но он уже не с самого начала работает, а уже попозже вошел. Вот я им говорю, сколько ты в министерство обратился по просьбе людей, представляя их интересы. Вы знаете, ни одного. Он говорит, никто ко мне не обращается. Ну, так, о чем это говорит, да? Значит, не знают его, или видят, что он все равно бесполезно к нему обращаться, или что-то другое, да? Или он не идет в люди контакт с людьми. Вот пятница у нас день работы с избирателями. Что это значит? Они должны конкретно в населенный пункт с главой администрации определяются, заранее вывешивают объявление в видном месте, или там через телевидение передал, или еще через интернет, что в там месте депутат такой-то проводит прием избирателей.
люди пришли бы к нему, люди задали бы ему вопросы, люди попросили бы его о чем-то, вот он что-то сделал бы. Ну, не делает же. Вот, поэтому, конечно, я вижу эти пробелы в нашей работе, наших депутатов, но тем не менее, моя задача заставить его идти именно иди сейчас, езжай в Слепцовскую, прими граждане, я ему говорю, иди делайте это. Планы составляются, графики составляются, объясняемо, как это должно быть, учет как должен быть. Ну, я вот скажу, в большинстве не делают они этого, не идут в конкретный контакт с избирателями, естественно, к ним мало людей, естественно, обращаются, к этому вопросов мало. Министр, возьмите любого министра, особенно социального блока, да он от этих депутатов должен шарахаться, если по большому счету, так же, потому что он постоянно теребит его запросами, письмами, телефонами, приводит людей к нему и так далее. Вот это должно быть какой-то вот такой контакт должен быть с избирателем. Тогда он работает. Ну а так сейчас легко, да? Его не беспокоит, он не беспокоится, естественно, он хочет еще раз, и тем более хочет на платную основу пойти работать. Понимаете, 15 человек у нас только зарплат получают, остальные не получают. Вот это тем более хотят. Это и стаж, это и служебная машина, это зарплата по сравнению с тем, что у нас сегодня есть. Они где-то 50 тысяч получают, рядовые депутаты. Вот эта ситуация такая. Поэтому я считаю, что вот и то, и другое надо все-таки должно повлиять на то, чтобы он все-таки активизировался. Тогда это будет. Ну и плюс к тому же, конечно, уровень, качественный состав самих депутатов должен быть намного выше. Профессионалов должны быть в сельском хозяйстве, в промышленности, юристы, человек, хорошо знающий здравоохранение, хорошо знающий образование. Вот это тоже должно быть там присутствовать, чтобы все-таки же сегодня депутат, скажем, пришел, у него вопросы возникли, его избиратели, скажем, в сфере образования, чтобы он своему коллегу сказал, вот такая ситуация, подскажи, как мне лучше действовать, чтобы не было там волокиты, чтобы он более эффективно времени по времени поработал. Вот такие вот факторы, которые бесспорно повлияли бы на качество вот нашего парламентаризма. Вот, если модератор позволит один вопрос. Чем вообще отличается зарплатный депутат от незарплатных? Я думаю, это всех интересует. Их поведение вообще это очень интересно. Да, ну, конечно, кто получает зарплату, депутат на постоянно, он, конечно, это профессиональная деятельность его, да, понятно, да? Ну, конечно, он и на работу должен приходить, соответственно, ежедневно. Он заниматься этими вопросами должен, вести приемы и в парламенте должен вести, поручения, председателя выполнять. Вот. Я, естественно, поручения буду именно им больше давать, чем депутатам, работающим на непостоянной основе. Он изредка только проходит. Ну, если он на заседание придет или на заседание комитета придет, ну и слава Богу, потому что он в такую активность не проявляет. Ну, конечно, коль пришел ты депутатом, стал, это высокое звание депутата имеешь, хотя ты не работаешь на профессиональной основе, но у тебя совесть должна иметь, что ты все-таки избирателям должен помогать. Должен, независимо от того, что какой он на профессиональный статус его одинаковый в части. Вне парламента статус одинаковый совершенно. То, что он депутат для министра, какой он депутат, на профессиональной, непрофессиональной основе, для него разницы нет. Он статус одинаковый имеет. Поэтому вот в такой сфере. Ну, конечно, депутаты, вот некоторые есть депутаты, которые, месяц раз на заседание придут, мы говорим, да, слава Богу, что пришел кворум, поддержал. А так поручений нет для него. Естественно, давить на него мы таким-то образом не можем, он свободный человек. Ну вот так. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы все работали на профессиональной основе. Было бы хорошо, конечно. Потому что мы уже организовали бы равномерно их работу. Магомед Бекбузаров, член Центра СДЛ. Вопрос такой злободневный, можно сказать. Уже, может, все устали от этих вопросов. В прошлом или позапрошлом году? Я извиняюсь, Магомед, по поставленному вопросу, по поставленному, да. Перед вопросом. Я извиняюсь. Я тоже согласен, что больше 2 сроков не стоит. И даже больше я бы, вот вы сказали про новый закон в 2012 году принятый, я бы даже по этому закону запретил бы исчисление новых сроков. То есть, если чтобы действующие губернаторы имели право, то есть эти сроки аннулируются, получается, и новые сроки у них получаются новые.
Вот я бы даже не дал там возможности вот по этому закону новые сроки, потому что, ну, все-таки со временем приходит усталость от даже любого человека, какой бы он ни был замечательный, хороший, вот. И тоже солидарен с моими коллегами, что больше 2 сроков нельзя. И я бы уменьшил и сроки. До 4 лет все-таки вернул бы. Я считаю, 8 лет это больше не надо. Вот по этому вопросу. Мой вопрос, вот сейчас я просто прелюдию небольшую. Вот помню, как в Чеченской Республике был принят закон, да, который включал несколько населенных пунктов Ингушетии, которые сегодня входят в состав нашей республики административно, в их состав, то есть в Чеченской Республике. По-моему, до сих пор закон не отменен, хотя обращались в федеральный центр. Также мы все знаем уже более ранее, давно уже, что Северная Осетия тоже юридически закрепила пригородный район, часть Малгобекского района, то есть это те территории, которые по закону о реабилитации должны отойти Республике Ингушетия. Вот вы недавно, когда что вопрос задал, по-моему, Тимур задавал вопрос касательно вот этих территорий по границам. Вы сказали, что федеральный центр недоволен, то есть не то, что недоволен, а еще не хочет теребить этот вопрос, да? Как вы считаете, вот как руководитель одной из ветвей власти, да, вот в общем наша власть, мне кажется, все-таки она нерешительно такая же, как чеченская власть, да, осетинская власть, не имея никаких законных прав и оснований, они все-таки принимают нормативно-правовые акты, закрепляющие наши населенные пункты в свой состав. Но почему-то наша власть, имея все юридические права, не решается все-таки закрепить за Ингушетией эти территории, вот, отторгнутые пригородные. Плюс почему-то не поднимается, вот это мое личное мнение, и многие люди об этом говорили, и вы, наверное, с этим сталкивались, почему не поднимается вопрос вот, касательно с границ Чечни, что не говорится о натеричных районах, которые были переданы Чеченной Ингушетии, и при разделе все-таки надо делить их пополам, или, не знаю, хотя бы пропорционально территории и населению. У нас мы сегодня единственный субъект, у которого нет выхода прямого на Ставрополье. Чечня имеет, Дагестан имеет, Осетия имеет, Кабарда имеет, все. Мы вот в замкнутом таком, как в резервации живем. У нас нет выхода. Хотя мы имеем полное право также заявлять, что нам нужна территория и там. Потому что у нас население, мы знаем, прирост населения, по-моему, 2-й или 3-й в России. То есть, вопрос. Да, вопрос. Почему это наша нерешительность наших властей, что мы не можем закрепить юридически, имея право, наши территории за собой? Ну, я вам скажу вот свое мнение. Ну, закон чеченская сторона приняла, ну и тут же она говорила, что вот, закон будет действовать после того, как будет определена юридические границы. Да? То есть он не работает. Вот как-то взяли за ДБК красный вот этот флаг, и все. От того, что мы примем этот закон, если да, у нас предложения, законопроекты по 2 вариантам есть в парламенте, подготовлены вот эти. Но что от этого, то, что мы его примем, да, что юридически. Но проблемы, о которых вы говорите, да, это все известно. Натеричные проблемы, вопросы, да, другие иные вопросы, исторические аспекты, все не подготовлены, все вопросы есть. Обоснование всех этих вопросов есть. И вот когда начнется решаться этот вопрос, решаться фактически, как положено решаться, тогда эти все аргументы будут запущены в ход, и будут использованы все средства. И ни один из этих аргументов не будет оставлен на стороне. Но пока сегодня и позиция главы республики, и мы с этой позицией согласны в том плане, что все-таки же никакой пользы от того, что мы его возьмем, примем этот закон. Мы сейчас, конечно, говорим, смотрите, что делает эта сторона на примере этого закона. Вот чтобы нас таких вопросов к нам тоже не задавали, не подоблялись этому, мы пока это решаем. Потому что мы видим, что пользы от этого не будет, потому что мы возьмем, скажем, часть пригородного района, сейчас закон примем или включим, скажем, и Асиновку, там, скажем, и другие населенные пункты чеченской стороны в состав нашей республики, поэтому мы это оставляем. Поэтому были, конечно, предложения, очень много было консультаций на этом нашем уровне
Очень много вопросов в этой части было. Но пока вот решено не делать это. Решено. И позиция главы республики здесь однозначно. Мы с этим согласны, что пока мы не будем по этому варианту идти. Но как только будут решаться эти вопросы, как только начнет этот механизм, заработать это все колесо, да, мы тогда все эти аргументы, в том числе эти районы, которые вы говорите, мы это будем использовать. Пока нет. Дополнительно. Руслан. Я просто извиняюсь. А не будет ли поздно? Что Нет. у нас не будет ни одного нашего нормативно-правового акта ингушского, закрепляющего нашу территорию юридическую за нами. У всех она есть. У Чечни есть, Не- в Осетии не есть, у будет. кого только нет, но только у нас Не нет. будет. Хотя мы все кричим, Не что это будет. наша земля. Не Но у будет. нас нету ни Не одного. будет поздно. Ну, хорошо, да. Руслан. Руслан Полонкоев, Центр Эздел. По поводу, присоединяюсь к вышесказанному, поддерживаю своих коллег в вопросе, что не стоит продлевать более 2 сроков. И вообще, когда, например, на федеральном уровне 4 партии, вы сказали, да, приняли это решение, тут других у меня мыслей не возникает, как сговор. Потому что когда это касается каких-то политических решений, они почему-то приходят к консенсусу, а когда какие-то такие другие вопросы, не касающиеся, может, политики, там, экономики, еще, то у них есть разногласия. Поэтому вот я присоединяюсь к вышесказанному к мнению. Вот. И вопросы, 2 вопроса. Первый вопрос, это вот есть парламент республики и есть общественные организации, есть ли между ними взаимодействие и в каком формате. И второй вопрос, до приглашения Ибрагима сюда в центр, слышали ли вы о центре, и если слышали о нем, то что? Значит, мы в основном мы знаем все общественные организации, у нас есть комитет, непосредственно это профильный комитет, который работает с этими общественными организациями. Мы в основном с ними работаем по законопроектам, которые мы принимаем, рассматриваем точнее. Мы их приглашаем на заседаниях комитетов, выслушиваем их мнение, учитываем их мнение иной раз. Не всегда, конечно, и приглашаем, скажем, профсоюзы мы приглашаем, другие общественные организации, которые той или иной форме это касается этих организаций. Мы приглашаем общественные организации на отчеты правительства. Ежегодно мы проводим, в том числе 30 апреля будет отчет правительства за прошлый год работы. Тоже часть организаций, общественных организаций мы приглашаем, они присутствуют. Мы заранее говорим, что вот такой будет отчет, смотрите, если есть вопросы, подготовьте. Сформулировать эти вопросы, мы готовы тоже, чтобы вы присутствовали и могли задать эти вопросы председателю правительства, в присутствии главы республики по этому отчету. Вот в такой форме мы с общественными организациями работаем. Вот. Так влиять на них мы вот это не хотим, потому что есть администрация главы республики, которая с ними работает, непосредственно в своих задачах и формулируют они какие-то определенные позиции, усиливают их. Но мы вот в таком формате с ними работаем, с этими общественными организациями. Про вас, конечно, слышали, но я так плотно не вникал в эту ситуацию, но Ибрагим мне говорит, вот все-таки же надо встретиться, пообщаться. Я говорю, хорошо, мы определились с датой, я с удовольствием пришел, слушаю вас, потому что вы тоже, что ни говори, избиратели, да, и мне ваше мнение не безразлично. И контакты наши, конечно, я думаю, все-таки же будут продолжены. Если вам интересно кого-либо из депутатов еще пригласить, вы скажите, мы организуем их тоже, придут, пообщаетесь, поговорите с ними. И я думаю, только польза будет от нашей этой встречи, потому что вы свое мнение говорите, я выслушаю, наше мнение вы слышите. И вот такой контакт, он, конечно, должен быть. А вот непосредственно я честно не вникал в вашу работу, в суть вашей работы, но мне уже интересно, конечно, я дальше уже и больше контактировать буду с Ибрагимом в этой части, по налаживанию наших контактов, и буду интересоваться побольше уже, как у вас двигаются ваши дела. И, конечно, я бы хотел бы, чтобы к нашей кампании, предстоящей выборной кампании, будущей парламента республики, я хотел бы, конечно,
чтобы подняться мнение по возможным кандидатам, вот, баллотироваться в парламент. Я сторонник всегда, чтобы молодежи побольше было представлено вот, и в парламенте, и в органах местного самоуправления. Вот, и, потому что они уже в таком возрасте, когда вы можете поработать в парламенте, скажем, и в последующем уже занимать и другие должности, и уже сформируетесь в этом уже, в этой части. Поэтому, конечно, в этом плане я постараюсь с вами и тоже поконтачить, чтобы посмотреть, как получится, конечно. Я сейчас не могу за партию говорить, что вот партия, я обещаю, что в этом, но повлиять на эту ситуацию, предложить, и, будучи уверенным после наших консультаций, что кто-то из вас может быть депутатом, предложить поучаствовать в этих мероприятиях, по предвыборных мероприятиях. Вот, я думаю, есть смысл, и мы с вами в этом плане, я думаю, поработаем. Ахмед Гултанов. Ахмед Гултанов, руководитель Ассоциации молодых предпринимателей. У меня вот по поводу... Да, свое мнение, коротко, да. и потом... Честно говоря, я как-то не совсем согласен с мнением большинства, получается, потому что вот, почему бы человеку не дать еще срок, потому что это же свободное волеизъявление, вот, если он не нравится кому-то, его просто не будут избирать, вот, это мое мнение. Как-то вот в плане ограничения там, 2 сроками там, или там, 4 годами, это же не ему не вручается, этот срок, да? Человека избирают как-никак, парламентом или там, на всем народом, это не важно. Важно то, что человек избирает за что-то. Ну, если он там хороший пропагандист, я не знаю, там, оратор, делов за ним нет, значит, все-таки у него есть заслуги хоть в чем-то. То есть это его воля. То есть вот я вот так вот в этом плане. И вопрос. Насколько вот, мне интересно, парламент влияет на экономическую политику республики, как-никак является структура, которая издает законы. Один из, допустим, самых таких, жизненных законов для республики — это бюджет, да, то есть вот вы работаете над бюджетом, да, там принимаете, вот, согласовывают с вами его. Насколько, вот судя по тому, как вот вы как-то охарактеризовали как бы состав, вот, насчет профессионализма, вот и в экономическом блоке как у вас дела обстоят? Есть ли хорошие специалисты все-таки, когда вот формируется этот бюджет? И кроме бюджета, есть остальная экономическая политика, как-то вот, она же вас тоже касается, наверное, да, не только в законотворчестве. И общий контроль правительства, наверное, осуществляете, когда они какие-то меры принимают. Вот, влияете ли вы на эту политику экономическую? В частности, вот, мне интересно, вот, по малому бизнесу, вот, есть ли у вас вообще какие-то там комитеты или какая-то работа практически какая-то проводится, там, постоянно какие-то встречи, там, консультации, там, то же самое министерство, которое должно этим вопросом заниматься, насколько оно с вами как бы на контакте находится, интересно, в экономическом плане. У нас есть комитет по экономической политике, депутат Скан возглавляет этот комитет. Есть у нас комитет по бюджету, его там Риева возглавляет этот комитет. С бюджетом понятно, бюджет нам представляют, мы его предварительно, конечно, обсуждаем в комитетах, всем раздаем, смотрите по своим направлениям, какие предложения формулируете. Приглашается, естественно, Министерство финансов, представители правительства, которые непосредственно готовили этот проект. И какое-то определенное влияние с учетом мнения мы на этой стадии влияем, на этой стадии. Где-то лоббируем какой-то интерес в том плане, что программу какую-то надо проработать. Ну и бюджет, конечно, формируется на основе программ, республиканских программ, которые заранее утверждаются в правительстве и по этим направлениям прорабатываются. Вот в этом плане мы немножко влияем, можем влиять. Большая реплика, я извиняюсь. Вот количественный и качественный состав парламента, насколько квалифицированно может влиять на этот бюджет? Вот я вам скажу, вот это тоже вот то, что моя оценка, вот предыдущая оценка в целом для парламента имеет отношение и к этому направлению, к содержанию. Конечно, сильных экономистов, специалистов, которые бы сегодня нам, парламенту, сказали, вот это, вот так это, таких специалистов, конечно, и депутатов нет. Нам приходится привлекать людей, чтобы нам все-таки же некоторые позиции объяснили бы. Вот это так. Что касается Министерства экономического развития, у нас был министром, вы помните, до недавнего времени Зурабов из нашего числа.
Конечно, с самого начала отношения у нас, хотя мы предполагали, что вот из нашей среды человек все-таки же будет влиять, не получалось. Это как-то вот он сторонился вот от этого комитета, от этих мероприятий, которые этот комитет организует. Вот. Где-то они думали, что мы хотим в сферу их влияния залезть, там какие-то эти тендеры, как они называются у них? Гранты, да, повлияет на них. Это что-то, вот они ревностно он к этому вопросу относился, но главное не гранты, а главное, что все-таки же политику какую-то экономическую разрабатывать. Не получается. Вот сейчас Бузуртанов, он все время часто в разъездах, в этих делах, у них вот заместитель его, вот, он все время с нами контачит, приходит, и мы, министерство их в целом, о их планах на этот год, их слушали недавно. Вот, и таким образом, мы таким образом вот так вот действуем с этим Министерством экономического развития. Конечно, на мой взгляд, конечно, недостаточно. Недостаточно, хотелось бы больше эффективнее поработать, повлиять, заявлять мнение парламента в этой части. Ну, пока не получается. Вот, как бы сказать, что мы очень серьезно на это влияем, у нас этого нет. Я вот откровенно вам говорю, потому что, конечно, многое зависит от этого комитета, который бы был бы инициатором всех этих дел и вот, именно профессионально ставил бы эти вопросы. Вот этого не получается у нас. Но, тем не менее, мы не упускаем связи с ними, приглашаем их, слушаем их. Во всяком случае, их предложения протоколируем, в том, чтобы со следующим когда спросить с них, вот смотрите, вот, тогда, вот это заявление, где что вы сделали по этому. Это должна быть система, конечно. Поддерживаю одного Ахмеда, не поддержал другого Бузуртана. Это насчет первого вопроса. Так ты кого поддержал? Имеется в виду, второй вопрос. Я поддержал Парагуева, буду гнуть его линию. Мне кажется, 10 лет для любого человека, чтобы достичь определенного большого результата для своего народа, это хороший срок. Как бы я отвечаю на ваш посыл. Вопрос следующий. Продолжаем тему Ахмеда, парламентаризм и узнаваемость, и контакт с народом, как вы являетесь изъявлением народа, да, вот, волеизъявлением. И есть ли у вас свое представление, механизм, который вы хотели бы реализовать в будущем, да, чтобы вот этот дефект, пробел вакуум между народом и его слугами, да, убрать хотя бы до уровня узнаваемости этих людей, чтобы побольше общались сельские советы или городские, чтобы ведь начало было слова, хотя бы сообщение. Понятно. Если ты понимаешь, побольше, это же и мотивация для бюджетников и не бюджетников, чтобы отчет, который они будут представлять, я, например, в этом году столько-то у меня встреч было, обсуждались какие-то вопросы, столько-то количество человек было на каких-то мероприятиях, да? И это же реально говорит о его работе, и вам будет легче за него как бы впрягаться и голосовать всем, как бы. И они будут озабочены проблемами, это много чего решило, на мой взгляд. Вот есть ли у вас такое представление и механизм, который вы хотели бы? Конечно, сегодня вот все, что вы говорите, вот, по части того, чтобы активизировать работу в целом парламента, конечно, надо начинать с выборов. Вот, при формировании нового состава, вот оттуда надо начинать. Конечно, если получится хотя бы процента на 70 сформировать на профессиональной основе парламент, то есть избрать депутатов, которые бы по этим направлениям работали, бы подготовлены, профессионально, имеют свое мнение, естественно, вот тогда уже у меня есть представление, что как организовать эту работу, и эти люди, вот эти, я имею в виду депутаты, они, конечно, пойдут, они будут работать, они будут ответственны, и их будут знать люди, и они будут проблемы знать, хотя бы порешать
какие текущие вопросы, может быть, даже какие-то на программы повлиять, которые будут приниматься, изменяться правительством по тем или иным направлениям. Это, конечно, это несложно. Вот для меня это несложно, в юридическом плане мне это несложно. В плане политического вопроса порешать и с кем разговаривать, как разговаривать, тоже не представляет для меня сложно. Главное, конечно, вот этот депутатский корпус, на который можно было повлиять на процессе в момент выборов. Вот без этого, конечно, это сложно. Без этого это сложно, конечно. Бывает, вот говоришь депутатам, вот, давайте все-таки походите на сходы, вы участвуете, там министры будут. Ну, заранее говорить, что вы пришли, что вы придете, чтобы люди видели вас. Вот. Говорить мы говорим. Как его сейчас возьмешь и заставишь идти, как выговор, что ли, ему объявишь, что-то еще ему сделаешь, звание. Какие рычаги на депутатов сегодня влияют рычагов, которые, как вот в МВД, я, будучи работать даже заместителем министра, у меня рычагов было очень много влиять на подчиненных. Вот этот начальник, этот мой подчиненный или другой руководитель, он прекрасно знал, что если он это не сделает или сделает это плохо, завтра я все-таки же его достану. Достану, когда он будет звание получать, достану, когда он премию будет получать, достану, когда ему надо поехать учиться и так далее. То есть рычагов было. А здесь депутат влияет. Вот он сейчас стал депутатом, как на него, какими рычагами на него повлияешь? Сегодня нету этого, да? Просто единственное, там есть перечисленные основания, когда можно принять решение о прекращении его полномочий. Все, больше других рычагов нету. Если он не нарушает закон, если он приходит на заседание, ну, то, что он не пошел на сход граждан, а то, что он не пошел, там, не отчитался там где-то в коллективе, что я с ним сделаю? Ну, порицаю, поговорю я при людях, скажу, вот, смотри, вот ты не делаешь это так не должно быть, и все. А вот когда рычаги есть, это будет, конечно, эффективно. Поэтому, конечно, вот базовое это, я считаю, что вот влияние на формирование на начальном этапе при выборах, а потом уже вот с людьми, которые и уровень правосознания, правовой культуры, уровень профессиональной подготовки соответствующий, с ними и очень приятно работать, с ними можно что-то делать, с ними можно заявлять и быть. И даже у нас вопросы бывают, когда круглые столы мы организовываем, да, что на телевидении мероприятия, когда проводят, особенно телевидение, да, когда надо, все-таки люди тебя видели, отвечали на вопросы, готовился и так далее. Все-таки, что не говори, я вам скажу, проблемы у нас бывают, кто пойдет туда выступать. Потому что не хотят идти. Я понимаю их, они не юристы, да? Я понимаю, он не профессионал. Ему сложно, он не хочет, чтобы его в таком виде видели. Да? Все-таки люди, когда видят, как бы, они это же все-таки же оценивают. А вот в таком составе, конечно, будет и работать будет, и работа будет, и уровень парламента будет, и вопросы решать, о которых вы говорите, в части того, что надо какие-то наши политические вопросы порешать. Это с депутатами же надо делать все это. Все-таки же они должны на этот процесс влиять. С кем мы будем такие серьезные вопросы решать? Серьезные вопросы решать надо с депутатами. Абдулхамид. Его Абдулхамид сделать. У меня такой вопрос. Сейчас пробуем. Да. Как раз вот с этим будет связан вопрос. Во-первых, по поводу... извиняюсь, мнение срока. Да, однозначно 2 срока. А если можно и один, да? Я бы сократил. Вопрос такой, может быть, даже сперва пожелание, а потом вопрос. Пожелание, может быть, сделать так, чтобы депутаты ваши расшевелились, просто обязательно выступать на телевидении, каждому отвести определенное время, чтобы он обязательно высказывался по тем или иным злободневным вопросам, аргументированно и задал свою позицию по этому вопросу. Это первое. И второе. Вот этот депутатский корпус весь, он какой-то немой. То есть такое впечатление, что у него какого-то своего мнения нет. Есть мнение руководства республики, и такое же мнение в парламенте. Есть мнение федерального центра, такое же мнение его в парламенте. То есть интересы народа никак там даже не рассматриваются. И такой момент, вот то, что у меня наболело. Вот
сегодня приезжал Деревянко, генеральный директор «Газпрома» «Межрегионгаз». И вот у нас везде только и думают, и правительство в том числе, как бы выкачать деньги за газ для населения. Но хотя бы у парламента, может быть, будет интерес посмотреть, а должно ли население платить такие деньги, во-первых. Во-вторых, за что это население платит, как формируются эти счета. И самое интересное, хотя бы просто поглубже залезть в эту ситуацию и узнать, что на самом-то деле вот эти счета образуются не за счет населения, а за счет юридических лиц на самом деле. Элементарно провести инвентаризацию этих юридических лиц, кто платит и кто нет. Это касается электроэнергии тоже, потому что вечером, я здесь рядом живу, ни один электрический прибор не работает. То есть качественного электроэнергии нет. А деньги собирают, уже там и отрезают и так далее, и так далее. Та же ситуация с газом. То есть население, оно беззащитное. И обратиться куда-то практически стена кругом. Может быть, парламент в этом хотя бы направлении может что-то предпринять, хотя бы элементарно свою позицию громкогласно озвучить. У нас в связи с многочисленными жалобами населения было проведено депутатское расследование и подготовлен большой материал в этой части, особенно по «Газпрому», по этим оплатам газа. Мы эту проблему четко представляем. У нас есть депутат Акиев, который очень плотно этим занимался и знает эту проблему. Есть мы сейчас они его завершат, оформят материал, мы его планируем отправить в прокуратуру. Этот материал. Картина для нас в этом плане ясная. Но дело в том, что вот руководство газа, они настолько, Аздоев, когда работал, совершенно не игнорировал, не отвечал. Сейчас там руководство так, номинально. И картину мы сами, нам самим выставляют эти счета. И когда мы сами начинаем разбираться, давайте на наш пример разбираемся. Ничего картина непонятна. Мы знаем, что, естественно, в газовых конторах, районах, городах совершенно отсутствует качество обслуживания абонентов. Совершенно они не отвечают, расклад не дают. Все это нам понятно. Мы, конечно, эти вопросы на совещаниях и у главы республики тоже наше мнение доводим, говорим об этом. Но картина и нам, и всем известна картина. Конечно, воруют, приписывают, куда попало. Там как найти концы этого, никак не поймешь. Не найдешь эти концы. Почему? Потому что сегодняшнее состояние руководства этих наших служб, они совершенно запутывают, все запутывают, чтобы никто ничего не понял. А, конечно, воровство есть. Мы знаем, воровство есть. Есть кирпичные заводы, есть бойки, есть другие, которые совершенно не платят, игнорируются. Сейчас, последние 2 дня сводки пошли, особенно в Малгобекском районе, когда уже материалы дают следственные органы для возбуждения уголовного дела по факту воровства и потребления без учета газа. Конкретные суммы называют, объемы газа называют и так далее. То есть работа будет проводиться. Картина всем понятна. Тут вопросов нету, что, конечно, население, особенно учителя. Учителя практически не платят. Да? Сейчас такое мы приняли, изменения постановления еще нету. Пока по март месяца они по старым правилам заплатили. Практически не платят. Но очень много проблем с учителями. Потому что учителя не должны платить, а они счета выставляют. И так далее. Проблемой мы занимаемся, эта проблема есть, потому что больше всего обращений именно по этой части к нам, от населения. Поэтому мы эту проблему знаем, занимаемся. Конечно, были бы рычаги повлиять на них. Единственное, сейчас будем в прокуратуру материал весь отправлять, посмотрим, что они делают. Последние 3 вопроса. Тимур. Тимур Богополев, ситуация в Малгобеке, депрессивно в Малгобеке, некоторые говорят. Насчет мнения, мне кажется, знаете, а почему бы и нет, если человек реально работает на благо общества,
делает что-то полезное, почему 5, 3, 6 сроков, пусть работает, ладно. Но есть такие люди, которые, смотря на которых думаешь, а стоило ли ему давать вообще 1 срок. Ну, такое мнение неоднозначно. Что касается моего вопроса, это вопрос такой. Вот есть такое понятие, как KPI, ключевой показатель эффективности. Чем можно охарактеризовать KPI парламентариев? Депутат. Депутаты, да, которые занимаются. Ну, я вам скажу, у нас 2 направления работы, да? Законотворческое направление, представительские функции. Я как председатель парламента, я с самого начала, как в ОНИ, не работаю председателем парламента, но я вам скажу, что вот моя задача как спикера, вот все-таки же вот те полномочия, которые определены для парламента, их выполнить. Хотя бы то, что мы обязаны сделать. То есть соответствующие законы принять вовремя, вот, максимально качественно их принять, и плюс представительские функции выполнить, которые мы обязаны. У нас много полномочий, которые мы обязаны, мы их делаем, мы выполняем, худо-бедно, но мы это делаем. Ну, конечно, хотелось бы побольше сделать. Но вот в данном этапе у нас больше года только осталось, я вот стараюсь максимально вот эти полномочия, которые на нас загружены законом, их выполнить, вот, организовать эту работу. Это меня касающееся. А что касается вот этих эффективностей, конечно, многое зависит, насколько депутат, отдельно взятый депутат или комитет, в который входит группа депутатов, насколько они вот эти направления работы осуществляют. Конечно, законотворческая работа завалена, не завалена, принимает, не принимает. Я, например, депутатам, комитетам, точнее, говорю, вот смотрите, я говорю, прокуратура присылает протест или предложение по приведению нашего законодательства республиканского в соответствии с федеральным законодательством. Ну, там вносятся изменения, их надо всегда отслеживать, соответственно, наши проводить в соответствии с этим. Я говорю, это минус, когда нам присылают. Мы сами должны это увидеть, вот это увидеть мы должны сами. Вот это, да, один из критериев, который говорит, а сколько пришло протестов, столько. Почему мы сами это не сделали? Мы не делаем. Или избирательная комиссия нам присылает постоянно вот эти вопросы. Мы могли бы сами отслеживать вовремя изменения федерального законодательства в части избирателей и, соответственно, оперативно готовить наши предложения, законопроекты и проводить эту работу. Это один момент такой, который мы... Ну, а что касается, конечно, принятия бюджета, проведения этих мероприятий, худо-бедно, но мы это делаем своевременно, в срок, чтобы вот это, у нас это направление функционировало. Потому что это закон, его надо принять, от этого многое зависит, насколько будут поступления бюджета, расходы в бюджет и так далее. А что касается, конечно, большей части люди вот насчет вот этого направления работы особо избиратель не смотрит, не видит. Вот. А вот тут больше профессионалы видят и кого это касается. А вот что касается представительских функций, здесь, конечно, вот это основной критерий, это, конечно, узнаваемость депутата, узнаваемость, сколько людей его знают. А знать его должно не просто о том, что он там по телевизору говорит или там еще знает его лично, а по делам, чтобы его знали, конечно. Вот это насколько к нему люди обращаются, насколько у него обращений, сколько он просмотрел, пробил, прорешал, поставил эту проблему, запросы сделал депутатские, проверил это. У нас, вот, скажем, поднимают депутаты, вот это очень активно депутаты поднимают постоянно перед правительством вопрос, связанный с этим нашими очистные сооружения. Да, очистные сооружения, да, резко выслушиваем. Вот проблема очень серьезная. Вот в этом плане и насчет мусоросвала, конечно, в этом плане депутаты очень активны. Вот дают запросы, пишут, ставят, поднимают постоянно. Вот уже который раз отчитывается правительство, постоянно эти вопросы эти ребята. Картина очень плачевная в республике вот с этими очистными сооружениями. Вот. И сейчас и постоянно вот это строительство, увеличение этих объемов, естественно, мощности не увеличивается, проблема серьезная, очень серьезная. Вот это ставят они, эти проблемы, конечно, очень активно они эти проблемы. А вот с другой стороны, какие еще проблемы они поднимают, что получается? Вот в этом плане, конечно, можно было бы вот взять чисто критерии, но вот сейчас сказать, готов вот этого критерия, который оценила бы вот депутата вот по такой-то системе, у нас сейчас этого, к сожалению, нет этого. Ну, мы так по эффективности смотрим. У меня, конечно, есть свое мнение. Я могу сегодня четко, как спикер парламента сказать, вот
Вот по эффективности я бы расположил бы всех депутатов, потому что я знаю, я интересуюсь их работой вот, и с той стороны, и с этой стороны. Но сейчас критериев готового нет. Кольга Ибрагим, член раздела. Вопрос, отвечая на ваш вопрос, тоже как бы отрицаю, да, 2 срока, не более 2 сроков. Вопрос следующий. Хотелось бы узнать немножко статистики. И вот в 2014 году, 2013, 2012 положительная динамика есть или нет вот, в принятии закона, да, вот вами, нормативных актов относительно региона нашего. Первый вопрос. Второй вопрос. Какой бы закон мы должны были, вот нам бы было бы полезно знать, вот, то, что относительно региона вы приняли, и, ну, со знаком по холиде, знаковый закон принятия. И третий вопрос, вот, положительные и негативные стороны избрания парламентом главы субъекта. Ну, сегодня сказать, что вот какой-то закон знаковый был бы, который вот можно было, так скажем, похвастаться нам, да? Я имею в виду полезно не то, что похвастаться, а просто, чтобы мы должны были дознать и относительно нашего региона. Вот такого нет. Я вот сразу говорю, вот, чтобы сказать, вот такого ярко выделенного, вот такого у нас закона нету. Ну, а что касается динамики работы в законотворческой деятельности, у нас динамика положительная. Вот мы, сейчас я под цифрами точно не помню, но я знаю, что мы по возрастающей работаем, то есть больше работаем законопроекты, больше работаем. Примерно цифры тоже не вот сейчас я не готов вам эти цифры назвать. У нас, скажем, вот я постоянно нацеливаю комитеты, чтобы они побольше максимально с юристами работали, прорабатывали эти вопросы, чтобы приводили наше законодательство в соответствии с федеральным законодательством. Еще есть у нас, где не приводим. Вот за счет этих законов мы немножко идем в динамике. Ну, конечно, сказать, что вот сегодня быстро бы мы все это сделали, нет. И прокуратура бывает, что, например, нас предлагает нам в виде протеста или предложений, и то, вот, которые могли бы год раньше предложить, не сделали они это тоже. Видать, они тоже смотрят, потом проходят. Ну, в этом плане есть динамика, определенные наработки есть. И я в этом плане, как сам юрист, я, конечно, вижу эти вопросы, я на этот процесс влияю лучше, у меня получается. А что касается вот избрания главы вот, нашим парламентом, ну, вы знаете, съезд был, вы знаете мнение, вы знаете позицию. Мы пошли на этот вариант, когда избрали главу непосредственно через парламент. Ну, конечно, правильно и эффективно, и с пользой дела было бы, конечно, если люди сами избирали, да, напрямую, как должно быть. Ну, сегодня законодательство такое, мы с ним считаемся, мы с ним работаем пока, и перспектив поменять его пока я не вижу. Вот. Ну, а так, конечно, как сказать, негативно я не сказал бы, но полезнее было бы, лучше было бы, демократичнее было бы, конечно, если мы главу избирали бы. А так, ну, закон есть закон, мы сегодня приняли его, многим не нравится, части многим нравится это. Но сегодня ситуация такая, что мы подчиняемся закону, тому закону, который есть. Мы его избрали вот законным образом. Но демократия – это другой вопрос. Закрывающий момент СД, вторник, мнение я уже выражал. Мы там про учителей заикнулись, и что там... Там это слово заикнулись. Да, извиняюсь, я без негативного контекста говорю, да, вы упомянули, что будет постановление, да, оно должно выйти про учителей. Вы не могли бы поподробнее, что за постановление и про каких учителей? Это у меня учитель дома сидит. Учителя сельские, имеется в виду, конечно. Ну, вы знаете, у нас с 2005 года семьи, где работающий сельский учитель, освобождались от вот эти платы за газ, свет, вот это. За воду не освобождают. Сейчас правительство в прошлом году вышло с инициативой, законодательной инициативой, чтобы в строгом соответствии с федеральным законом за сельским специалистом оставить вот эту льготу, одному ему оставить, остальных, значит, платить. То есть семья платит, да, родственники. Вот. Поэтому мы, были очень много дебатов, очень много вопросов. Мы тянули сколько могли этот закон, но
пришли к такому мнению по согласованию, что да, за специалиста на уровне, изучив субъектов федерации, не ниже глава нам задачу поставил, посмотрите, это правительственная задача, чтобы это мы сделали так, мы в соответствии с федеральным законом образования эту льготу сохранили за сельским специалистом в одном лице, то есть то, что ему полагается. Вот. А вот то, что с 2005 года было на семью, мы это убрали, вот эту норму. Но и в законе определили, как и раньше, что вот эти нормативы положенности за потребляемый газ и электроэнергию, вот этот норматив устанавливает правительство в форме постановления. Сейчас это постановление готовится, мы подготовим, там цифры обозначены по согласованию 2000 рублей на сельского учителя будет правительство компенсировать. Месяц. В части Это будет, газовых услуг, да? это газ и сфера, в общем, в целом. А вот это будет круглый год, независимо там, отопительный сезон, не отопительный. Круглый год вот эти 2000. Спасибо. Если позволите, задам пару вопросов. Свое мнение еще. Да, я свое мнение тоже скажу. Вот вопрос касательно вот этих оптимизации структуры органов исполнительной власти, которые у нас проходят. Вот, очень много структур как бы попало под эту оптимизацию, и вот и Центр ЭЗИЛ, и еще 11 общественных организаций приняли обращение к главе в связи с реорганизацией Комитета по делам молодежи, потому что нас эта ситуация очень серьезно беспокоила, в связи с тем, что с Комитетом по делам молодежи у нас очень тесные контакты. Комитет финансирует некоторые проекты и Центра ЭЗИЛ, и других общественных организаций, благотворительных фондов. Поэтому вот его судьба нас беспокоила, и такое обращение как бы 12 общественных организаций направили. Я вот хотел узнать ваше мнение по этому поводу. Мы учитывали, что у нас очень молодая республика в плане населения. Если в среднем по России 25% молодежи, то у нас 35 и до 40 доходит процент молодежи от общего населения. Вот ваше мнение по поводу вот этой реорганизации в целом и Комитета по делам молодежи в частности. И второй вопрос вот по поводу статуса сельского поселения Орджоникидзевское. Обсуждался вопрос о придании ему статуса городского поселения. Вот на какой стадии этот вопрос и какова перспектива вот этого решения этого вопроса? Ну, по первому вопросу, значит, я вам скажу, что консультаций с парламентом по плане оптимизации структуры исполнительной власти республики не было. Вот. У нас единственные наши представители комитетов по направлению в эти части участвуют с ними вот, ну, на заседаниях, самих заседаниях. Вот. А в целом, чтобы вот, подготовить структуру в готовом виде, проект подготовить, сказать, давайте парламентарии ваше мнение по этой части, такой консультации с нами не проводилось, поэтому мы на этот процесс по большому счету не влияем. Вот, ну, конечно, надо было бы, конечно, более оптимизировать, более посмотреть и не столько это вот в таком закрытом формате это проводить эти консультации, сами эти реорганизации. Побольше бы надо было бы вот, подготовить проект, показать и парламенту, показать другим заинтересованным, общественным организациям, сказать, вот мы планируем вот это мы будем делать. Сегодня, если бы с нами эту консультацию провели бы, и наше мнение учитывали бы, и мы высказались, ну, конечно, какую-то определенную ответственность, какую-то обязанность в этом плане имели. Но у нас этого нет, нам проще, конечно, проще, вы нас не спрашивали сказать. Но с другой стороны, конечно, мы не безразличны к этому, но вот в таком немножко закрытом, полузакрытом режиме вот эти организации была проведена, потому что, ну, я так понимал их, что они не хотят, чтобы вот задача поставлена, мнение всех никак не учитываешь, все-таки кого-то придется отделять и так далее. Давайте быстрее сделаем, положим, и будет это самое, в том числе и ваши структуры, насколько я предварительно знал, по своим каналам, что были у них предложения там, сократить, упразднить, ну, обошлось в вашей части. Хорошо, да? Ну, вот эта картина такая была, Ибрагим, вот, в части того, что вот,
мы на этот процесс не влияли. Что касается Орджоникидзевской, сейчас цель достичь того, чтобы сделать Орджоникидзевской город республиканского подчинения, как Карабах. Вот. Но сделать решили 2 этапа. Сейчас проведут, сделают городское поселение в составе района, статус такой будет в районном подчинении, вот, и уже провести там эти соответствующие выборы, и чтобы городское поселение было в составе района и имело своих депутатов. Немножко статус меняется, да? Но из района не выходит. Потом уже в последующем задачи будут решаться сделать с этого поселения город сделать. Вот такая перспектива. Конкретные сроки там, когда в город это проведется, не установлены, потому что там некоторые вопросы, видать, надо будет порешать. Мнение населения, я вам скажу, часть населения Орджоникидзевской не согласна с этим. Большинство хотят, чтобы льготы сохранялись сельские и так далее. Ну, часть настаивает на том, чтобы все-таки провести. Сейчас в мае месяце будет опрос мнения официальный, типа референдума местного, и там уже мнение будет юридически оформлено в той части, которую провести только поселение. А то уже следующий будет город. Я думаю, что в 2015 году уже на этой стадии остановится, это уже в 2016 году, наверное, начнут, я так и предполагаю. Хотя срока, я вам скажу, когда провести срок поставить, чтобы это реорганизуем город, пока нет. Городской округ уже тоже будет муниципальное образование, и выйдет из состава района, будет самостоятельный город, и под этим, наверное, будет проводиться работа. Вот сравнивать Карбулак, когда был рабочий поселок районного подчинения Сумжинскому, выделили его в город, вот все-таки же имеется определенная польза от того, чтобы город стал городом, и он лучше развивается. Вот такая аргументация используется и для Орджоникидзевской в том числе. Вот такая перспектива. Я от центра ездил и от всех собравшихся выражаю благодарность за то, что откликнулся на нашу просьбу и пришел на эту встречу. У нас было много разных людей, и спортсменов, и политиков, и чиновников, и ученых, и людей культуры. Вот, чиновников бывает меньше, они все здесь отмечают, и депутаты, и министры, они немножко так оторваны у нас получается, и не любят общаться с народом. Вот я давно знаю Мухарбека как открытого, честного, принципиального человека. Мне очень приятно, что вот этот статус ты сегодня подтвердил, говорил о самых злободневных проблемах, искренне, честно, не уклоняясь, где есть проблема, там есть проблема, где надо работать, там надо работать. Вот в части того, что той лекционной части, допустим, по законодательству избирательному, оно у нас сложное, да, и федеральное, и республиканское, и не юристам понять вот эти тонкости очень сложно, да и юристы многие не разбираются. Но вот в такой доступной форме это было объяснено, я думаю, что все поняли, как будет формироваться, и как избирателей для нас это важно, как будут формироваться вот эти органы местного самоуправления и в дальнейшем представительный орган парламента республики. Поэтому, я не знаю, я очень удовлетворен этой встречей, выражаю благодарность. Вот у нас есть такая традиция, мы всем гостям дарим небольшие подарки. Это кружка с нашей эмблемой. Нам бы очень хотелось, чтобы она стояла на столе председателя Народного собрания. Вот это наш лозунг. Все интересовались, говорят, кто это такие? А ты уже знаешь, кто это. Вот. От нашего спонсора, это вот ингушская марка SD Чай, она созвучна с нашим названием, спонсор чайного клуба. Тут попробуешь. И наш спонсор, вот, Терралинк, тоже такие сувениры, и часы, и ручка, и Ну, уже аплодисменты были. Да. И вот такое короткое наставление. И потом у нас коллективное фото и чаепитие, и мы тебя тогда выпустим. Я, конечно, пропагандирую, чтобы молодежь более активно участвовала в общественной жизни, свою позицию заявляла. Конечно, не в плане того, чтобы
быть антагонистами властью, а в том плане, чтобы все-таки давать такие хорошие предложения, позитивные предложения для дальнейшего нашего развития, формулировать их. Ну, пойдут они, получится из них что-то, не получится, это другой вопрос, но вот сформулировать их, сказать, заявить о них, конечно, вот надо. И поэтому в этой части, конечно, я хотел бы, чтобы вы, как молодежь, представляете, да, уже сформировавшиеся люди, вы более активную такую жизненную позицию занимали бы, ставили бы эти вопросы и заявляли бы о себе, для того, чтобы все-таки же нашу вот такую жизнедеятельность республики по всем направлениям ее немножко насытить и сделать более такой лучшей. Ну и естественно нужно, на мой взгляд, больше участвовать в различного рода мероприятиях и вот эту активность проявлять, и применительно к депутатам. Вот, депутатам конкретно вопросами, депутатскими запросами, чтобы формулировали, и, естественно, где ставили вопросы перед депутатом для того, чтобы они более активно себя проявляли. Я вот хотел бы вот эту позицию, чтобы вот у вас более активно она была бы, чтобы вас знали, тоже видели бы вас. И, конечно, не быть безразличным к судьбе республики, конечно, копить материалы, смотреть, изучать. И вот на днях я рецензировал работу Гагиева, Юпа и Батиева, Якуба. Они хорошую работу, но, в общем, такую практическую работу подготовили по историко-правовой проблематике формирования по нашей Конституции, да, начиная с 24 года. Развития. И вот хорошая работа, богатейший материал. Я знал, что у Батиева и Якуба практически все есть. Все есть. Он правильно собирает это, делает, у себя архив держит. И, пользуясь вот этими материалами, конечно, они смогли, и используя познания, могли использовать и написать эту хорошую работу, которую уже можно будет любому, кто возьмет и прочитает, и вот в историческом плане знать, что это не просто это все складывалось, это было сложно, но это сделали, это получилось, и тот, кто сделал, на каком этапе, какое участие принял, все это там хорошо изложено. Вот в таком плане, конечно, хотелось бы, чтобы побольше материала собирали вы. Где-то пригодится это все, пригодится в будущем, пригодится для решения тех или иных вопросов. Ну и если это у вас будет получаться, конечно, вот, будет очень полезно для всех нас. Поэтому я дал эту вахту, что сообщаться. Это тоже очень приятно, потому что такой аудитории, вот я впервые в том плане, что мы, конечно, больше в организованной форме, с ними работаем, назначаем, определяемся, идем, говорим. А здесь вот, и хотя условно и тема была, да, в то же время мы очень многие вопросы сегодня обсудили. Я знаю, что уже вижу, что все-таки есть вопросы, над которыми мы должны работать, которые мы имеют перспективу развития, и в дальнейшем, чтобы мы в этом плане поработали. Да.